Меня, московского, как вешняя вода, метнула родина в просторы Алатоо, как аргонавта в древние года, руна искать здесь золотого. Эти строки принадлежат Михаилу Николаевичу Ущихину, кыргызскому советскому ученому в области зоотехники, члену Академии наук Кыргызской ССР, автору кыргызской танкорунной породы овец. В годы становления советской власти в Кыргызстан направляются прогрессивные кадры с целью оказания помощи в развитии местной промышленности. В их числе был и Михаил Николаевич Ущихин, который результатами своего плодотворного труда оставил глубокий след в истории кыргызского народа. Родился Михаил Николаевич Ущихин в 1905 году в городе Руза Московской области. Его одаренность была заметна с малых лет. Он рос жизнелюбом, был трудолюбивым ребенком. Несмотря на материальные трудности, юный Ущихин учится в школе, а в 1922 году поступает в педтехникум. После окончания педагогического училища Михаил Николаевич Ущихин поступает в Московский зоотехнический институт, где попадает в команду к известному ученому Михаилу Федоровичу Иванову. Практика у будущих зоотехников проходила в заповеднике Аскания-Нова, где была выведена известная асканийская порода овец. Это огромные такие рогачи с хорошим очень руном, красивые, интересные, но в общем и целом порода как таковая весьма выдающаяся. Аскания-Нова – генофондовое хозяйство, которое было затеяно еще немецким помещиком Фридрихом Эдуардовичем Фольксвейном во времена царского правления. Туда свозили животных, которых редко можно было увидеть в России. Заповедник стал экспериментальной базой Московского зоотехнического института. Уже после окончания института Михаил Федорович всеми силами пытался уговорить юного специалиста остаться на кафедре, но у молодого Ущихина были свои планы. В 1930 году Михаил Николаевич отправляется на самостоятельную работу в Среднюю Азию. Сначала по назначению он уезжает в Ташкент, а затем во Фрунзе, город, в котором пройдет вся его жизнь. Однажды уже после защиты докторской Ущихина пригласят на работу в Московскую зооветеринарную академию. На это предложение он ответит коротко: «У нас в Киргизии небо синее и солнце ярче». В одном из своих стихотворений он пишет: Нашел я счастье в златорудном крае, нашел руно, семью, друзей, по праву сына называю Киргизию я родиной своей. Ташкент тогда был среднеазиатским, так сказать, центральным городом. Но в это время организовывались республики, была организована отдельно Киргизская республика. И сюда переслали его как молодого специалиста. И работал он первое время заместителем директора и главным зоотехником в овцевод-тресте. Тогда образованных людей это было очень мало. В это время по декрету, подписанному ранее Владимиром Ильичем Лениным, по всей стране было предписано заниматься созданием танкорунного овцеводства для развития своей текстильной промышленности. С 1933 года началась планомерная работа по созданию танкорунной овцы. Задача была поставлена серьезная. Благодаря знаниям, полученным в Московском зоотехническом институте, Михаил Николаевич понимал, что не всякая овца из другой части мира приживется здесь сразу. В разных частях Союза стали развивать овцеводческие хозяйства. В советской Киргизии эти работы шли своим особым путем и заняли свыше 20 лет упорного труда. Новую породу апробировали в условиях отгонных пастбищ в горах. Экстенсивность отрасли танкорунного овцеводства обеспечила широкое распространение новой кыргызской породы танкорунных овец. По инициативе Михаила Николаевича Ущихина впервые осуществляется массовый завоз в Киргизию баранов танкорунных пород и начинается внедрение искусственного осеменения овец. Была задумка такова об адаптации местных климатических зон, чтобы она была сохранена танкорунным овцеводством. Вот он вывел в
1935 году он начал. Порода была проверена в 1956 году. Сам Михаил Николаевич рассказывал. Много трудностей встречалось в работе, растянувшейся более чем на 2 десятилетия. Бедность первых овцеводческих хозяйств, низкая культура животноводства, сугубо селекционные трудности в получении и закреплении новых качеств овец. Кыргызская тонкорунная порода должна была стать и стала началом новой эпохи овцеводства Киргизии. Первые опыты были весьма неудачными, ну, то есть они были предусмотренно неудачными, потому что такие далеко разошедшиеся по генезису породы животных, они не могли дать сразу желаемый результат. Нужно было время, нужна была консолидация этого генетического материала. Поэтому первые поколения, первые помеси, второе поколение помеси, третье поколение помеси только стало давать едва, так сказать, появившиеся результаты, скрещивались с различными тонкорунными породами овец мира, даже не только Советского Союза, в смысле России в частности, но скрещивались с очень многими породами и мировыми. Кыргызы ранее не занимались разведением тонкорунных овец, поэтому внедрить в их жизнь это новое дело оказалось нелегко. Немало было чебанов, которые пренебрежительно и с недоверием называли первых помесных овец чочкокой. Теперь же тонкоруну величают алтынкой. Вот с благодарностью всегда говорю перед аудиторией, студентам о замечательной роли моего старого друга Тюлебека Досбергенова. Его я встретил спустя примерно 1,5-2 года после начала моей работы. Я сразу увидел человека, который очень внимательно смотрел за моей работой, как я отбираю овец. И он изъявил желание взять эту селекционную группу, сначала маленькую, а потом уже выросшую до большой отары, для непосредственного, так сказать, руководства этой отары селекционной. Первой отары киргизской тонкорунной породы. И он эту отару элитную селекционную держал около 20 лет. Так сказать, ну, она постепенно ремонтировалась, конечно, и по этой отаре он получил очень высокие показатели. Средний выход ягнят за 15 лет 141% ягнят. За 15 лет его работы. Живой вес отбитых ягнят был примерно 32-31 килограмм. Ягнята были хорошие, сильные. Из его отары было выделено большое количество баранов-производителей, которые потом начали уже широко распространять эту породу. Это было сложно, именно аборигенную овцу. У нас в высокогорье природные условия такие не позволяли именно толком вывести породу хорошую. Он все внимание уделил на эту породу. Именно вот в 1954 году, я не ошибаюсь, в 1956 году была это апробирована. Она называлась «Киргизская тонкорунная порода овец». В результате было создано 5 племенных заводов и множество совхозов и колхозов. Открытый комвольно-суконный комбинат в городе Фрунзе и фабрика по изготовлению ниток и пряжи «Кассиет» в городе Токмак, а также фабрика по производству ковров в городе Карабалта. Получили работу до 4000 человек в каждом крупном предприятии в столице республики. Золотые медали поступали из-за рубежа за такие ткани, как вальс и многие другие. Это имело огромный успех в торговле и обеспечивало соответствующий уровень экспорта шерсти. На основе широкого разведения овец киргизской тонкорунной породы создано развитое высокогорное тонкорунное овцеводство, не имеющего равного мировой практике. В 1933 году в Киргизской республике открывается зооветеринарный институт. В нем начинает свою педагогическую деятельность Михаил Николаевич. До конца своей жизни он будет заведовать кафедрой зоотехники, ныне носящей его имя. Почти в каждом сельском доме был специалист-зоотехник или ветврач. Их в основном готовил Кыргызский сельскохозяйственный институт, в котором с 1935 года работал Михаил Николаевич Ущихин. С этим институтом он свяжет свою судьбу навсегда. Академик Ущихин был выдающимся лектором. Его выступления слушали не только учащиеся института, но даже люди извне.
Один из его учеников, академик Мамытов, вспоминал: На лекциях в институте и дальше, когда уже в зрелом возрасте мне приходилось слушать выступления академика, я поражался его богатству знаний. Удивительно то, что это могли быть и не специальные лекции по зоотехнике или по селекции, а самые различные выступления не на профессиональную тему. О чем бы ни заходил разговор, особенно о науке, он всегда был осведомлен и поражал своими суждениями. На лекции мы можем за 2 часа вот этой лекции везде побывать. Все это, он часто ездил в командировки, везде был, за границей, все. И вот эти все лекции очень интересные были. И мы вот сидели все вот как это рот раскрыл. То есть все лекции были очень интересные. Я вспоминаю, как отец рассказывал о наборе первых студентов в сельхозинститут, когда они только начинали само существование института. Ходили по деревням, буквально за руки притягивали на работу. И состав студентов был тогда практически в основном русское население было на территории Бишкека. А когда уже появились киргизское население, уже стали формироваться настоящие национальные кадры. Нужно сказать, что руководителями республики у нас на многих должностях бывали обычно представители сельхозинститута, потому что республика аграрная, и нужны были знания соответствующие, они воспитывались уже в нашем сельхозинституте. Такие педагоги, как Михаил Николаевич Ущихин, воспитали целую плеяду учеников, не просто продолжателей сельскохозяйственной научной школы, но и талантливейших самобытных специалистов. Среди них было много ученых, ветеринаров, деятелей культуры и литературы. Ярчайший пример – Чингис Турекулович Айтматов. Перспективному юноше мешало одно – запись в документах «Сын врага народа». Но академик Ущихин не отказал в помощи молодому специалисту остаться в Киргизском научно-исследовательском институте животноводства. О стихах своего учителя Айтматов скажет: «Прекрасные стихи много прожившего и мудрого человека». С огромным удовольствием и с благодарностью и судьбе, и вспоминаю я годы учебы в нашем сельскохозяйственном институте. Это было прекрасное время, она, естественно, связана со студенчеством, с молодостью. Но знания, которые мы там обретали, они имели свою, так сказать, актуальность, безусловно. Еще раз подчеркиваю, потому что тогдашняя система колхозов и совхозов, тогдашнее сельскохозяйственное производство, оно нуждалось в таких специалистах, и агрономах, и ветеринарах, и гидротехниках. И, конечно, особенно наша страна, особенно наш Киргизстан, традиционным занятием населения было животноводство. Я как раз и оказался в этом направлении. Чингис Айтматов был учеником отца. Он был зоотехником по специальности, одно время работал в Кирниже старшим научным сотрудником и заведовал даже, по-моему, этим отделом овцеводства. Он был овцеводом, но такие преподаватели, которые были, как отец, они ему внушили еще и другие чувства. И когда Чингис стал писать, вдруг появился такой самородок, такой талант. Свою научную деятельность Ущихин ведет в стенах Академии наук. В 1954 году он был избран членом-корреспондентом кыргызского филиала. Ему было предложено создание руководства Институтом зоологии и паразитологии. Спустя 15 лет Михаил Николаевич становится членом Академии наук Кыргызской республики и входит в состав президиума. В 1956 году его избирают членом-корреспондентом, а затем и председателем секции овцеводства Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина, которой Михаил Николаевич бессменно руководил до конца жизни.
Михаил Николаевич Ущихин был отличным семьянином и отцом. Вместе с женой Лидией Дмитриевной он воспитал 4 детей. В его семье царила особая атмосфера благожелательности, трудолюбия, честности, уважительного отношения к людям. Сын и 3 дочери Ущихиных получили высшее образование и проявили себя в различных сферах жизнедеятельности. Младшая Евгения пошла по стопам отца. Она доктор сельскохозяйственных наук. Отцом он был прекрасный. Он, во-первых, был очень добрый отец. Он был добрый, понимающий, ласковый. Как только он приходил с работы, мы все к нему и на него. Мама скажет: оставьте отца в покое, дайте ему отдохнуть. А он только скажет: не трогай их, я так отдыхаю. Вот так он отдыхал. Мы много с ним ездили. Но так получилось, что я была младшая в семье, я больше всего с ним ездила, как-то вот где-то бывала. Он меня в Москву возил отдельно, как-то так получалось. Но я таким хиликом росла, поэтому я нуждалась, наверное, в помощи родительской. Но девочки старшие были более самостоятельные, а я вот как-то все время с папой. Евгения Михайловна успешно продолжает дело отца. Ее исследования направлены на улучшение и развитие кыргызского овцеводства. Лущихина – автор 3 линий овец кыргызской танкорунной породы, что подтверждено авторскими свидетельствами. Ее перу принадлежат 87 научных работ, в том числе 5 монографий. Нужно сказать, что он с самого начала не был готов, чтобы я стал зоотехником, потому что, девочка, зачем это? Все девочки, они должны что-то другим заниматься. Мама хотела, чтобы я стала врачом, а папа все равно все-таки что-то хотелось поближе, потому что ждали-то мальчика, а вот родилась-то я. Всем известна мечта Ущихина, ставшая крылатой фразой. Он мечтал надеть на кыргызскую овцу австралийскую шубу. Именно эта задача стояла перед его учениками. Распад Советского Союза внес коррективы в развитие экономической отрасли. Многие заводы и хозяйства перешли в частные руки. Большое количество особо ценной генетической породы племенных заводов просто исчезло. Дело в том, что плохо, что не стало заводы. Заводы расформировали. Вот это плохо. Заводская работа – это намного эффективнее, чем работа частников. Каждый сам себе тянет, делает, а в общей сумме получается неважно. Поэтому я считаю, что надо возродить снова все это дело. Люди не зря выводили породы специально для Киргизстана. Я еще раз повторяю, это аграрная республика и тем более горная местность. Не каждое животное той или иной породы приспособлено к этим условиям. С годами поголовье овец ценной породы значительно уменьшилось. Тем не менее, работы продолжались, что позволило ученикам апробировать новую породу по государственной программе развития овцеводства и шерсти. Начало 70-х, 71-х годов первый завоз был австралийских мериносов. Это же Австралия центр мирового мериноса же. Вот задумка такая была. Это союзный масштаб он начал. И здесь долго они работали. Потом его дочка и зять, они завершили. Очень много работ было. И в 2005-2006 году была апробирована кыргызский горный меринос. Задумка была такова. Овца кыргызская танкорунная надеть шубу. Вот она надели. Исследования Михаила Николаевича послужили основой для написания многих классических научных трудов. Киргизская танкорунная порода овцы, танкорунное овцеводство Киргизии, племенная работа с киргизской танкорунной породой овец и многое другое. Академик опубликовал более 170 научных работ. Все его труды, в том числе и небольшие работы, отличаются оригинальностью, актуальностью, научной и экономической обоснованностью. За бесценный вклад в развитие кыргызского овцеводства был удостоен множества наград и премий. Орден Трудового Красного Знамени, Орден Знак Почета, Орден Ленина, Орден Дружбы Народов, различные медали и почетные грамоты. В 2001 году ему была вручена посмертно почетная золотая медаль президента Кыргызской Республики
за выдающиеся научные достижения 20-го столетия. Он запомнился мне справедливым человеком, в первую очередь, я уже вам говорила об этом, очень деятельным, знающим, такой мыслящий наперед, далеко вперед. Именно вот про овец не случайно он говорил, что вот это надо делать, и, по сути дела, его заслуга в том, что именно создан этот горный меринос овцы, который сейчас и шерсть продается по высокой цене, и сами овцы тоже продаются. У него такое было качество, он любил очень рисовать. Вам об этом, наверное, говорили уже. Пел очень хорошо. И вот часто вот эти все торжества собирались на кафедре, это все у нас проходило таким путем. И совсем неожиданно он как-то заболел, и вот у него цирроз печени, это для нас было вообще ужасно. Он всегда хотел, чтобы в Киргизии был музей овцеводства, потому что для народа это очень важная отрасль, и что здесь нужно отразить все, так сказать, грани овцеводства, которые существуют. Когда пробьет мой час, я с чистой совестью уйду в небытие за все, что сделал я, потом потомки не осудят. Живой я памятник оставлю по себе. Меня народ кыргызский не забудет. Живой памятник ему — мериносы Кыргызстана.